начнем запуск по шеям. Вот смотрите, это рука вашего супруга. Проведем перпендикуляр сейчас прямо при вас, чтобы особая наглядно. Многие люди не соглашаются, там у них другое мнение. Но я как бы ориентируюсь на свой опыт. Значит, между указательным и средним 20 от центра среднего 30, между выжиманием и средним 40, от выжимаемого 50. Опускаем перпендикуляр. Видите, так. Это 50 лет. Точка. Ну, примерно. Сейчас мы от нее будем 50. Не в прямом смысле, а переносим. Смотрите, это точка 50. Ну, может, чуть больше, чуть меньше. Вот тут где-то 40. Видите, от 40 лет у него как бы есть линии путешествия, поездить. Ну, смотрите, тут линия путешествия около 45. Вот эти же 50. Значит, если желание уехать, но линия, видите, легкая. И она пересекает линию судьбы. То есть он может уехать, но связываться. Вы скажете, вот от линии путешествия идет линия Меркурия. Значит, путешествие приведет к материальному росту. Это не линия Меркурия. Видите, она дохлая. Путешествие может только временно улучшить для приезда. Вот линия Меркурия, она идет, она начинается с линии судьбы, но не как с линии путешествия. Смотрите, у нас как бы линия жизни есть два явища. Но видите, большая выка идет. Из моего опыта при таком раздвоении линии жизни у человека могут наблюдаться проблемы с костями, позвоночником, спиной. Мы рекомендуем укреплять мышцы спины, позвоночника, костей, заниматься плаванием, делать зарядку. Кроме того, при таком сильном раздвоении линии жизни наблюдается снижение иммунитета.
учитель. Очень хорошо, что у вашего мужа есть сильная мать. Она может ему давать дополнительную энергию. Вот сильная мать охранять, оберегать его. Пусть будет поаккуратнее законы. Есть квадратная фигура. При такой квадратной фигуре мы можем наблюдать неприятность законов или бюрократическая привычка. Итак, вот у нас Лилия Майс. Перейдем к ней. Она достаточно интересная. Что говорит нам Лилия Майс? Вот Владимир Васильевич Финагаев говорит, что Лилия Майс синяя дает, сообщает обладателю необходимую энергию для преодоления препятствий, болезни, решения проблем. То есть она достаточно позитивная энергия. О ней мы еще поговорим. Но хочу как бы заострить внимание на выучке. Ведь у нас как бы есть еще и рассвет на линии жизни в районе 60 лет. Вот. Но мы сейчас поговорим. Смотрите, когда у нас выучка есть, 1, 2, 3, неважно, это сказывается не очень позитивно на здоровье, негативно. Также выучка указывает на смену мировоззрения человека. Усиливает его интуицию. Хорошо, что нет больших нарушений поперечного узора, но всегда выучка это ослабляет защитные силы организма, то есть снижает иммунитет. На руках я выделяю, когда я попал в центр Высокогорска, там лечат инсультников, сердечников. У многих людей наблюдается такая выучка на руках. И они говорили, что в этот период у них слабее здоровье или наступает кризис. То есть дальше. Давайте рассмотрим. У нас сама линия жизни, вот она, очень близко расположена к линиям судьбы, очень близко. Это является небольшим
нарушениями. Это говорит, что человек может серьезно бояться вредных друзей и даже в каком-то смысле жертвовать своим интересам ради их блага. Нужно становиться ему более независимым человеком. Например, родные могут попросить деньги в долг и не вернуть, когда помогут. Нужно стараться помогать родным, но не позволять им портить себе жизнь. Вот этот знак на руку называется еще периодом Сатурна. В период 50 лет в жизни наблюдается серьезный период. Человека может ударить по самому дорогому семье. В такой период нужно особое внимание обратить на здоровье близких, родных. Это уже нужно делать сейчас. Также в этот период повышен риск травм, неприятностей различного рода. Похоже на описывается вот здесь. Видите, тоже линия жизни, прикрытие линии судьбы. То есть нужно все-таки обследовать родственников, проявленные питания. Потому что в этот период может происходить достаточно неприятное. Я же говорю, что у вас есть риск, у вашего мужа сердечно-сосудистой системы. Нужно повысить кальций в рационе. Также психику человека. В такие периоды бизнес хоть и может идти, но с большим скрипом. Очень тяжело в этот период доделывать, завершать до конца. Поэтому уже сейчас вашему супругу нужно говорить, что не начинай новое, пока не доделаешь старое. Только когда доделаешь, начинай новое. Сейчас я возьму паузу.